Сегодня мы... Сурманкул, мы в Кыргызстане. Расскажи, как у тебя проходит подготовка сейчас. Расскажи, как ты вообще чувствуешь себя перед боем. В первую очередь, добро пожаловать в Кыргызстан, солнечный Кыргызстан. И в данный момент я наслаждаюсь процессом, готовлюсь на бой. И все идет по плану. Вот. Сейчас здесь я в кайт-парке, чуть в гараж живу. И себе сделал чуть карантин. 20 дней я живу здесь. На подготовку было времени очень мало. После Рамадана где-то месяц. И вот, короче, чуть-чуть здесь, как говорится, сбор делаем, да? А так все хорошо, все отлично. Работаем с командой. Близкие создают отличная атмосфера, моральный климат. Все хорошо, я чувствую себя отлично. Ты здесь, получается, 20 дней назад приехал и просто устраиваешься как бы типа в спортивный лагерь, да? А у тебя твой товарищ, он с тобой как спарринг-партнер? Ну, да, он мой брат, младший брат тоже. Ну, там, не спарринг-партнер, а он мне постоянно помогает. Я понял, Всё, да. короче, чтобы рядом. Ты, получается, у тебя 2 тренинги, да, где-то в день? Да. Ты утром просыпаешься, ты зарядку здесь делаешь? Или как? Да, утром просыпаемся, вообще чуть-чуть там завтрак делаем легкий. И утром начинается у нас тренировки. Ну, понедельникам, да, например, скажем. В горах будет у нас недалеко. Там будем и побегать, там тренер приедет, пацаны приедут вместе с тренером. Это, получается, утром? Утром, да, утром будем в горах, на функционалке будем работать. А вечером мы в зале будем отрабатывать, там через другой зал будем тренироваться, там на стойке будем практиковать. Скажи мне, тебе питание кто-то пишет или ты как-то сам стараешься контролировать? Ну, у меня есть диетолог сейчас с России, он пишет мне, я пересылаю его на повар, он мне делает то, что диетолог скажет. То есть у тебя диетолог, он онлайн, Да, онлайн дистанционно, диетолог, да. и повар где-то здесь работает? Да. Я понял. А ты сам принял решение сюда переехать? Да, я сам сначала думал, потом поддерживали близкие тоже, короче, чтобы здесь был. Дома у меня дети, семья такой, да. И чтобы здесь режим хороший чтобы не делал. Спал вовремя, короче, вовремя кушал и так далее. А когда дома будешь, там чуть отвлекаешься, с детьми будешь играться и так далее, да. Ну и здесь больше концентрироваться на бой, на подготовке будет. Ну, домой тоже спускаюсь в город по выходным, да. А так я здесь. Сегодня мы снимаем бойца Бусурманкула, возьмем у него интервью. Но самая главная наша цель – это снять ему ролик перед его боем 26 мая, который пройдет в городе Алматы. В общем, живем мы с ним в гостинице. Вот, гостиница такого формата природного. Там лошади, конюшня, отель, ресторан. Ну, больше всего такого природного. План сейчас познакомиться с Бусурманкулом, объяснить ему концепт съемки, показать, что мы снимали, и предложить ему новый концепт съемки. Это препровождение с утра до его сна. То есть прям снять его лайв. Вот. До этого у меня был опыт съемки только какого-то художественного формата, какого-то больше, ну правильно, да, такое творческое, художественное, не документальное повествование о бойце. А сейчас я хочу попробовать тот вариант, возможно, который и нужен аудитории. Это просто документальный рассказ о бойце. Бусурманкул, расскажи вообще, как ты пришел в спорт, чем ты занимался в детстве. Вот все, что связано с твоим детством вообще, какая жизнь была у тебя тогда? Вы знаете, в детстве я был очень подвижный пацан был, шустрый, энергичный. И всегда там на месте не стоял. Ты жил в ауле? Да, ты жил в ауле, да. Конечно, я в ауле. Моя малая родина, это является Чоңлайский район, село Чах, я там вырос. И мое все детство там проходило. Ну, как говорится, и были трудные моменты, также хорошие моменты, короче. Ну, как и у всех, да? Детство. Связано с спортом, я думаю, я вот чувствую, да, что
Я был очень энергичный и некуда тратить вот эти энергии, да. И потом изучал то, там, тут, короче, ну, всегда там был активным. И потом односельчане начали там борьба на пайцах, у нас был там развитие спорта такого, в национальный вид спорта, да, грыж. И начали на этом заниматься. Я тоже там боролся, на травах мы боролись, на улице боролись и так далее. Потом уже чуть повырос и начал посмотреть бои, спорта, много вот такие. И потом я думал, уже я полностью решил, что я спортсмен, да. Ты во сколько лет начал вот уже больше вот прям регулярно ходить на тренинги, Ну, вот такое? 15-16 лет я уже начал. Это ты куда регулярно ходить. Ну, в Алай я ходил. Это у тебя в ауле? Да, ну там не было такого условия, я же сказал, порвание пайцах мы там на травах даже боролись. Просто на самонаве, борьба, там да. кто-то дрался, Вот да, это. если перчатки вот были, такие, вы боксировали. Да, вот. Просто спорт. Даже были такие моменты, что не с кем бороться здесь. У меня был такой интерес на спорт. Я свой друг позвал, давайте поборемся, чтобы с ним отработка, вот это Да. делать. И один раз его бросал, он неправильно упал, короче. Потом он больше не пришел, никого, ничего убить, да? Спарринг-партнеров нет, Да, конкуренции вот нет. такие. Потом я делал вот такие груши, муруши, вот такие, короче. Ну, было желание на спорт, да. Сам что-то создавал, делал. да, А родители вот что вообще смотрели на тебя, что думали? Ну, у нас же достаточно большой семья был, 8, и младший сын я. И они всегда, ну, занимались своими работами, и со мной когда особо, как говорится, ну, там, учеба следили и так далее, а особо не было у них времени, чтобы следить за мной. Я сам по себе ходил, тренировался и так далее. Ты говорил про весогонку, что когда ты начинал свою профессиональную карьеру, ты сам узнавал в интернете, у знакомых. А сейчас у тебя как бы уже есть профессионалы, которые делают тебе вес. Скажи, чем отличается тогдашняя весогонка от сегодняшней весогонки? Ну, знаешь, когда профессионалом работаешь, например, узнаешь больше, да? То, что они назначают, это в первую очередь начали калории считать, в вторую очередь больше энергии, больше силы будет, и вес будет уходить, вот такие, короче, тонкости. И можешь посоветоваться людьми, которые знают это, да, и сам тоже осознаешь и знаешь насчет этого. И, например, сейчас я гоняю вес, как вы видите, там, у меня есть полно энергии, 6 килограмм уже ушел, позади пошли. И вот, когда профессионалом работаешь, легко дается. Ну, легче намного, да, Конечно, чем это. конечно. Я понял. Вот мне интересно да, было, что когда человек сам узнает, типа он больше... А вот как тебе, а наслаждение от процесса ты получаешь? Или все-таки это больше как рутина? Нет, весогонки? нет, стопроцентно. Я насчет этого сразу говорю, я просто наслаждаюсь этим моментом, потому что когда ты на весогонке, это тоже есть пульс, который тебе проверяет твой характер, устойчивость и твою стабильность проверяет. И когда ты мало кушаешь, когда другие кушают и не кушаешь, вот эти моменты тоже, короче, как-то тебе дает, что не знаю, мне дает такое чувство, что я спортсмен, вот теперь ты чувствуешь большую ответственность перед публикой, перед близким и перед собой самое главное. Да. Вот. То есть закалка происходит, Да, такая да, дисциплина. Да, да. Ну да, Вот. это круто. Это хорошо. Просто я наслаждаюсь. В данный момент я здесь нахожусь, наслаждаюсь на тренировке. Например, никакой. Если там где-то перетренируюсь, я сразу скажу. Ну, просто вот наслаждаюсь и тренируюсь. Много говорят там, перед боем надо как пахать, как это. Да? Я думаю, как на моем опыте, перед боем как ты подходишь, как ты правильно тренируешься и подходишь, как ты не только в физической подготовке, а морально ты должен быть хорошо подготовленный быть. Потому что когда во время боя ты должен, как мой тренер говорит, ты должен просто голодный, и тебе хочется просто драться. Вот. Пик формы так надо провести, чтобы доведи до пик формы, ты должен
энергичным и голодным, и психологически должен был такой, да, не уставший, а наоборот, короче, чтобы ты должен был бодрый, да, так. Чтобы довести до этого, ты должен все как профессионально и чувствуя свой организм, и постоянно надо общаться с близким и принять решение тоже с близкими вместе. Тебе близкие дают сил, да, как я понял? То есть тебе вот твое окружение, это твои люди родные, да, друзья близкие. Ну, знаете, очень хорошие люди окружают меня. И они постоянно желают мне добро. И желают мне, что я добился своих успехов. И всегда они стараются какой-то выклад делать для моего развития. И создают отличный моральный климат. Для меня близкие, друзья, которые... В одном заходе, если туда-сюда 4 удара, да, сразу? Хорошо. Мы еще не отработали. Немножко там... Немножко ювелирно работать. Голова туда-сюда. Понимаешь? Он дисциплинированный. Ну, что очень немаловажно для высококлассных спортсменов. Это, в первую очередь, дисциплина. Самодисциплина, скорее всего. Не дисциплина, а самодисциплина. Вот. И, знаете, моральный климат, который он создат люди, которые его окружают. Старшие братья, как говорится, старшие люди, старшие, кто над ним стоят, они должны создать ему помочь создать ему моральный климат. Если у него будет моральный климат, если за спиной все хорошо, никто не болеет, все в порядке, все хорошо, дети радуются, холодильник есть, еда, как говорится, все в порядке, и ничто его не беспокоит, он сделает свою работу очень хорошо. Вот работать надо вне спортивной зоны еще, а в его жизни. Поработать надо. Порой, если даже он скрывает, надо любым путем найти причину, почему где-то. Я это вижу, когда работаю с ним, я заработаю с ним на руках, я могу спросить, а что случилось, что произошло? Я вижу, что он опаздывает, задумывается, автомата нету. То есть мы работаем над этими моментами тысячекратным разом, и тут он что-то начинает думать. Значит, что тут произошло? Начинаем останавливать. Мы останавливаем процесс, разбираемся. Что-то произошло в жизни, вы имеете в виду, или в Да, тренировочном в процессе? жизни. И он отвечает. Да. И вы начинаете с ним беседу. Конечно. по этому поводу. Мы уезжаем даже. Мы часто на эскуле ездим. То есть это важно, чтобы вот в момент подготовки выяснить его моральную проблему, и вы готовы прям в тренировочный лагерь. И надо решать ее. Не только я, все, кто с ним работает, все близкие люди. Это важно очень, да, вот такие вот моменты. Если мы это не решим, то, учитывая то, что у него моральная сторона будет отставать, он же может пропустить удар. Быть не готовым. Понимаете? А в этом виде спорта, как вы знаете, один удар решает. У тебя спинку покачать надо, Мара. И многим вам тоже из вас тоже. В целом это вот такая работа. Еще раз показываю вам. Провалил. Провалил. Хорошо. Ногу сделай. Ухо. Поворот. У тебя сколько тренеров по подготовке? У меня сейчас 2 тренера. У меня личный тренер Кенджебек Чекиров Иронич есть. И у меня еще по ударке Александр Воинов Хусейнович. Вы, наверное, вы слышали, на кикбоксинг тренирует меня. Бокс, кикбоксинг, стойка оставляет. Мы общие тренерами садим и план строим на бой. Стойка, как будем двигаться, партеры, там, борьбе, как будем совмещать это все. И вот, сейчас у меня 2 тренера и остальные братья, которые рядом помогают, одноклубники. То есть вы с тренерами садитесь там втроем, допустим, и прям разбираете план на бой, да? Да. На бой, ничего себе, прикольно. А мы их увидим, тренеров, да, завтра? У меня личный тренер сейчас уедет
понедельник улетает в Дубай. У нас тоже одноклубник. И младший брат тоже дерется, короче. Одноклубник такой. И они где-то 22-го приедет. Мы их не увидим. А так Александр Воинсеевич у нас тренер. Мы можем там потренироваться. Ну, там у меня будет тренировка. Сейчас как раз вот, ближе к бою я работаю особенно на лапах. И чуть так имитация боя и так далее. И как раз на этом будет помогать мне Александр Воинсеевич. Весогонка тяжело идет. Сколько ты гоняешь? В этот раз хорошо. Сейчас у нас будет бой 68 при мужительной весовой категории будет. И десятки где-то скидываю. За сколько ты дней начинаешь гонять? Уже я где-то 10 дней назад начал диету держать. То потихоньку, чтобы спускаться. Сейчас остается где-то 6,5. До боя еще 12-13. До взвешивания еще у нас 12 дней есть. Потихоньку, короче, разделим и спустим. Ну, то есть, а ты не с водой, ты с питанием, да, с диетой? Ну, сначала с питанием, и потом, когда ближе весогонки, я буду с водой. Это короче. тебе тоже с врачами ты, да, гоняешь? Да, вот диетологом в первую очередь. И вот Александр Лодгин, он диетолог, давно мы 3-4 года уже работаем, но он тоже опытный. И диетолог, и этот все помогает, да? Авайла корпусқа ұрып атқанда ұру еді. Левый ұрып кетеді, көрдің бе авайла? Башымен кетіп отыр. Қайрелі бірінші этажды суши еді, доказать, баспай қалсын. Расскажи мне, у тебя сколько детей? 3 детей. 3 детей уже. А сколько самый старший? 4 годика. 4 годика. Что думаешь, будешь на спорт давать? Ну, посмотрим. Они должны сами, короче, выбрать свою профессию. И как я отец, буду поддерживать их решение. Ну, конечно, будем воспитывать, чтобы они были правильнее. И такое, как говорится, ну, хорошие люди, чтобы стали. Тебя вот так вот гуляют? Там, ну, они частные. Они не убегают? Не убегают? Знаешь, посмотрим. Сейчас мы общие планы поснимаем. Вот. Я на кросс переодену. И все, кто хочет, тот пойдет. Мы в отражении все, да? Да. Ну давай прям вообще можно прям боком-боком. Бывало у тебя такое, что у тебя срывалось, вот допустим, ты говоришь, что нужно в кайф делать, подводить форму в кайф, к пиковой форме подводиться. Бывало у тебя такое, что вот что-то шло не так перед боем, что вот ты или перебил форму, или не добил форму. То есть бывало такое, что у тебя вот ты не в лучшей форме подошел к бою? Да, побывал такое, много раз побывал, потому что идеально по-любому ты не можешь подойти. Но чтобы ближе дело быть, то, что я говорил. А постоянно идеально не бывает. Где-то травмируешься, где-то заболеешь, где-то горло болит, где-то инфекция получаешь, где-то весогонка не та идет, да, вот такие, где-то руки болят, ноги болят, вот такие бывают. Ну, если там руки болит у нас, да, будем тренироваться, будем там дальше пахать, чтобы потом ножки начинает болеть, рука забываешь, ноги, концентрация ногу будет, уже он сам лечится, типа такое, да. Бывают такие, короче, ну, в этот подготовка тоже будем, чуть-чуть такое горло начал болеть и так далее, да. А мы сели чуть-чуть так, чтобы чуть-чуть нагрузку убирать, чуть-чуть там калории добавить, иммунитет, чтобы поднять, поддерживать, да, и так далее. Вот такие моменты всегда бывают. Ну, мы знаем, самое главное, каждую нашу минуту, секунду, это испытанием от Всевышнего. То, что нам дается, это на испытанию, да, мы выдерживаем, ну, там, этот момент мы должны понимать. Да. Мы же в городе. Просто оденься, типа, спортивкой и все. Да? Да. По спортивному оденься, и пойдем. Погуляем, да? Да, просто прогуляемся. Поснимаем там что-нибудь, постоишь, поболтаем. Да? Да. На сколько лет ты переехал в город?
Ну, где-то 17, 18, 17, вот так. И все, и начал двигаться. Начал А учё, двигаться, ты да. учился где-нибудь, кроме школы? Да, здесь, да. В вышку поступил и начал Да, тренироваться, да? Ты первый бой профессиональный во сколько лет провел? Первый профессиональный бой у меня в 2015 году. 2015, это Да. еще за лига была. Да. Какая лига? Там был такой Мейкин Сыкуль. В Сыкуле он прошел. Мейкин Сыкуль. У меня есть пояс. Один раз дрался, потом второй за пояс дрался. И там он Щердок не ходил, но я дрался там. И даже пояс А выиграл. почему? Там правила были какие-то? Не, право я как профессиональный был. Да? А почему Шердок? Я не знаю, сейчас у них там достаточно информации нет, что ли, на... За эту лигу? Да, за Всё, эту я лигу. понял, Они да. были так, например, люди собрали, организовали Ну, и так просто, далее. короче, бой. Это такое, да, было. Ты выиграл? Нет, я выиграл. Чё ты? Ну тут вид тоже такой. Посмотрите, куда вид лучше поснимать. Сейчас посмотри, какую сторону лучше либо поснимать. тут снимать, либо прямо идти совсем высоко. Да, вот типа вот так, да? Он там спуститься туда вниз, чуть туда, да? Да, туда нужно. Да, пойдемте туда. Смотри сейчас, я же весегонщик, у меня все клетка открыта. всё правильно. Я уже дую, я уже чувствую, что я, может, заболеть буду. Всё, За этого команда сначала туда, надо идите. все организовать, Да, и потом, да. короче, можно. Все? Да. Тренировки. У тебя получается утром зарядка, потом утром тренировка, потом вечер тренировка. Да, ну, получается так, сейчас скажу. Утром встаю, не так, ну, такое, заминка делаем, встаем, Ну, так просто, чуть-чуть, да, да, растяжка. растяжка, продышаемся, и завтрак будет у нас. После завтрака, где-то через час у нас приедет тренер, и утренняя тренировка начинается. Потом после утренней тренировки у меня будет питание, обед. Если что, там перекус сделаю, если чувствую голод, да? Ну, по расписанию. А так, после обеда у нас будет тихий час, где-то 2 часа. Угу. Будем поспать. Ты спишь 2 часа? Да, 2 днем, 2 часа. Это очень важно для спортсменов, чтобы на вечер был заряд и силы, чтобы я восстановился. И вечерняя тренировка, она где-то 6 часов начинается, 8-9 заканчивается. Сколько тренинга длится? Ну, 2 часа где-то, 2,5. Ну ты вот восстанавливаешься между тренировками на выходных. Какие у тебя восстановления? Ну, знаете, когда в отдых, я вообще-то гору люблю. Так сейчас, и так не зря я здесь, да? Вот, буду прогуляться, и близким общаюсь. И, конечно, когда вот, например, в неделю 1-2 раза мы стабильно баню делаем, чтобы тоже помогло, чтобы нам восстановиться. Вот такой, короче, сейчас у нас до этого вот 20 дней был такой насыщенной тренировки, всегда усиленная тренировка, уже остается меньше, мы уже убираем нагрузку и сбрасываем вес, и в то же время, не теряя тонуса, мы тренируемся. Активно, такие легкие тренировки. А помимо, то есть у тебя сон, сколько ты спишь с утра до, ну, ночью, сколько у тебя сон времени, ты считал? Ну да, у нас будет 11 часов уже должен спать я. Там 7:30 я всегда встаю. Да. Но у нас еще есть утренняя молитва. В 5 утра. Да. И вот. Ну, где-то так, до 11, до 7, да? Так можно считать. Угу. 8 часов. 8, да. Ну, ты хорошо спишь? У тебя есть такое, что ты перетренировочная, если волнение какое-то бывает у тебя такое? Ну, иногда бывает, мы же живые организмы, иногда бывает так, когда даешь нагрузка, там, не можешь уснуть на 11 часов, там, может, до часа, короче, такой, короче, когда сильная нагрузка, когда чувствуешь, где-то болит или дискомфорт, то же самое бывает. Ну, и мы стараемся его преодолеть и сохранить свой режим. Ну, бывает же. Блин, я что-то переживаю, что звук тихий, нет? Нет, Нормальный? нормально, у меня по показателям. всё Давай, хорошо. иди туда, Жандос. Все, скажи ему, что делать. Сейчас мы будем снимать его постановочные кадры. Ничего сложного, просто чтобы он смотрел в камеру пафосным взглядом. В городе мы его заберем. А. Братишка его заберет, то нужно будет вам предоставить мне, да? Да, надо, короче, смотри, утром мы заходим к тебе, Угу. утром,
Снимаем, как ты просыпаешься, типа такого. Ну, не прям все. Желательно еще в 5 утра бы тебя снять. Ты в 5 утра просыпаешься на молитву, потом ложишься и спишь, и еще раз, да? Слушай, а тебе врачи, ты советовался с врачами? Это не нарушает твой цикл Не, сна, нет? нет. То есть у тебя прям В все... таком случае, да. Да, тебе прям комфортно, да, от Да. этого? Ты, получается, ложишься в 11, в 5 ты встаешь, молишься, это полчаса где-то занимает? Ну да, 20 Там минут 20 где-то. минут, да. Потом ложишься и также спокойно засыпаешь Да. до 7. Даже хорошо будешь спать. Еще лучше, да? Да. Интересно. Хорошо, это с восходом солнца, когда чуть-чуть солнышко выходит, да? Вот, короче, мы завтра в гостиницу к тебе в 5 утра, наверное, даже снимем тебя. Можно Хорошо. снять тебя, Да. Если у тебя, допустим, горло болит, там, и с иммункой что-то не то, вот ты какими способами лечишь, допустим, горло? Вот самое простое, ты полощешь горло, там, витамины какие-то принимаешь? Что у тебя? Нет, когда начинает горло, мы в первую очередь травами начинаем. лечить. Травами? Да. Это какими? Например, вот шиповник. Шиповник пьешь, витамин С поднимается, иммунитет будет укрепляться и так далее. И будешь поласкать там гвозди есть такой, который инфекцию убивает. Это тоже. Все это на трава составляется, да. Имбирь, например, чай с медом, много вот такие, короче, жидкие попить и потеть. Вот таким образом мы выйдем от болезни. Да. Типа теплую воду пьешь, потеешь, теплую Да, потеешь. да. Ну, чай, особенно чай. Ну, какой чай, например, шиповник чай с медом, с имбиром. Вот такие моменты, короче, мы включаем. Угу. Интересно. Прикольно, на травах, то есть обычно на травах. И собственную иммунку поднимаешь, да? Да. А витамины какие-то, типа там, знаешь, противовирусные ты пропиваешь или стараешься больше убирать? Стараюсь больше отходить, но когда бы, если там чуть-чуть сложно, то противовирусный можно делать, потому что, самое главное, антибиотик не получит, потому что антибиотик, он жестко убивает организм, и будешь функциональнее тоже подсесть, да? Вот. А так стараемся вот делать такие моменты, максимально для сердца? сохранить это. Для сердца там, что-то Да. такое. Аминокислоты, скорее всего, да? Там, Да, специально. обязательно для сердца тоже надо пить, например, хотя бы аскорбин кислота. Да? А так дополнительные И- у тебя добавки какие есть? Что ты пьешь, вот, типа утром, там, днем или вечером? Да, у меня есть дополнительные, например, утром калий, магний и D3 пью. И есть витамины у меня куча, короче, витамин С тоже есть. А также у меня на вечер, на обед, на вечер, каждый перед едой у меня есть дополнительные витамины, которые тоже помогают восстановиться. А то, что мы сейчас гуляем, это тоже хорошо, потому что когда ты активно, жир сжигается, и калория сжигается, и будет уходить потихоньку вес, будет спускаться. А так ты просто отдыхаешь в комнате, и вес не уходит, да? Так что это тоже очень полезно. Мы постоянно, когда не тренируемся, стараемся больше прогуляться на свежий воздух. Вот гора, вот такие, короче. Ну, еще один момент, что близкие тоже, короче, должен быть, да? Чтобы скучно не было, постоянно общался. У тебя есть такое, что когда ты гоняешь, ты начинаешь злиться? Все-таки тяжело, когда ты без воды, без еды. Это самое такое проверка на прочность человека. Ну да, я видел много бойцов, которые когда вес гоняет, начинает нервничать и так далее. У меня тоже такое бывает, но я себя контролирую всегда, потому что, знаете, мои тренеры, они на возраст, одному там 62, другому 56 уже. И я не позволю перед старших нервничать и так далее. У нас есть молодежь, которая на меня смотрит, ходят мои младшие братья тоже, чтобы они тоже, чтобы не злились, да, не только от себя, от них тоже есть, да, такой отдача. То есть ты стараешься контролировать свои эмоции? Все процесс, да, контролирую, не нервничаю, даже я не смогу гонять, мы просто сядем и обсудим, почему не идет вес, почему так, что нам надо делать, вот такие, короче. Более академически мы рассматриваем что-то. Вот на этот бой ты сколько гоняешь? На 26 мая? Около 11 такой. 11 килограмм. Да. Ошалеть. А так в межсезонье, вот когда сейчас бой закончится, ты
держишь диету? Ну, ты ночью стараешься не есть, там, мучное, там, в больших количествах не кушаешь? Ну да, я вот, если честно, в свою жизнь я давно уже убрал сахар. И мучной, вот этот дорожой уже хлеб не кушаю. И вот так. Остальные я позволю, например, кушаю, там, бывает, там, чуть больше кушаешь, например, да, когда где-то там в гостях побываешь и так далее. Ну, так кушаю, это так. А так сладкое так мало кушаю, если честно. По жизни я так. А когда вот начинается диета, то уже убираем все, рассчитываем калории с диетологом, все, чтобы у нас четко было. Например, сколько мы днем на тренировке, короче, сколько калорий тратили, сколько мы принимаем. Вот это очень важный фактор, да? То есть ты даже прям колораж тебе подсчитывают, Да, прям да, четко, да. что у тебя вес хорошо идет. Хорошо идет, Скажи мне, вот ты когда начинал драться, да? Вот начало твоей профессиональной карьеры, ты вес гонял, но ты самостоятельно гонял, правильно? Да. Вот насколько отличается и насколько легче или сложнее было гонять тогда и гонять сейчас? Знаете, каждый бой, каждая весогонка, каждый процесс на подготовке, оно дает тебе большой опыт. И я, когда сам гонял, например, не знал, до интернета посмотрел и начал гонять, как это бывало момент. Потом я потихоньку осознал, что надо правильно гонять. Как-то надо правильно подход делать. Да? Я. Не, торту. Съемка. Ты отдыхаешь на лошади? То есть тебя расслабляет? Да, хорошо же это. Как медитация, да? Медитация, да. Чисто. А ты что можешь сказать про лошадей? Вот, допустим, мне Диас в Астане говорил, тренер, он говорил, что когда ты научишься владеть лошадью, управлять, то ты сможешь управлять, как это сказать, то есть в тебе появляется какой-то характер для этого, чтобы укращать людей. Ну, знаешь, на кыргызском это ат адамның канаты говорит. Это лошадь крыло людей, да? Наши предки тоже очень так связаны с лошадями, потому что они всегда воевали. Они были максимально приближенные на боевые действия, да, например, да, они защищали нашу родину. И эта война, например, это защита родины связана с лошадью. Из-за этого первые, у нас есть даже традиция, ты должен воспитать, ну, в исламе наша религия тоже рассказывается на этом. Ты должен научить свой сын в первую очередь, как лук стрелять, второй, как лошади ездить, третий, ты должен как плавать научить, и остальные воспитания заходят на это. Ну, один из важнейших, что ты должен научить своих детей управлять лошадью. А когда ты хорошо управляешь лошадью, например, когда он быстро ездит, ты контролируешь, баланс контролируешь, лошади чувствуешь их дыхание. И они тоже как умные, да, чувствуют людей, сколько они даже чувствуют, сколько там сверху человек, сколько силен, и сколько у него устойчивость, да, это все рассчитывается. Но когда ты влюблен на лошадь, он очень такой, да, дает хорошей энергии и дает расслабиться, что-то отходить от всяких суеты, настраиваться, перезагрузиться. Да. А ты так любишь сам просто убежать кому в горы, типа на лошади? Ты сам-то убегаешь или ты обязательно с инструктором? Не инструктор, я сам могу. Да, потому что я же с Чонлая, Алайский край. Да, я с детства лошадью вырос. Ты без этого? Да, мне нравится, когда лошадь такой агрессивный лошадь. Я понял, да. Агрессивный должен быть. Мага жақшырағын бері съемкаға. Анан кейін қанша төртөбі гим сопровождение тұрған бар ма жоқ па? Желтый мой оказывается. Вот это да? У меня вот это правильно? Ты переехал в город, начал заниматься, двигаться.
У тебя были какие-то тяжелые моменты в это время? То есть там по-любому там не было денег, скорее всего, питания, вот это вот восстановление. Как ты жил, как ты восстанавливался вообще? Вот расскажи. Ну, про знаете, были здесь, конечно, вот как были проблемы с деньгами, иногда со здоровьем, вот такие жильем, вот такие, короче, ну, всегда старался быть активным и работал. Я всегда не нуждался, да, никого не просил и так далее. Я просто искал работу, нашел работу, там работал и нашел на тренировку время. А где работал? Вот так. Ну, работал на заводах, работал. И грузчиком тоже работал. Ну, короче, везде, чем можно зарабатывать, это я работал, да. Это приехал. Работал грузчиком, заводы, там, тут. Ну, как я работал, то тоже было тоже очень активно. То, что мне дает такое-нибудь количество, да, работа выполнить. Я выполнил и ушел на тренировку, приехал, больше всех делал, да. Ага. Такой у меня была энергия. Мы приехали на самую доступную высокую локацию для того, чтобы снять интервью отдельное для художественного ролика Бусурманкулова. Он будет сейчас говорить в камеру на ранее подготовленные вопросы, на ранее подготовленные вопросы. Как, брат? Да, красиво, будем здесь снимать. Подстава делаешь, что ли? Не, на самом деле, там, ну, зритель, когда слушает, он понимает, что это кыргыз, он не будет обращать внимание, Не, что да, ну просто для себя же. окончание обычно я, обычный с обычной. Многие стеснялись вот в Узбекистане, помнишь? Да, он стеснялся вообще. Кто Он... плохо говорит по-русски, тем вообще они очень стеснялись. Они стеснялись именно ошибиться вот чуть-чуть. Да. Не говорили. А так вообще пофиг. Что наоборот, прикольно. Чувствуешь перед боем, что если у тебя страх во время, вот перед ты, когда готовишься, есть у тебя волнение такой, а вдруг я проиграю, а вдруг со мной что-то случится, а вдруг то, а вдруг все, а вдруг я не оправдаю. У тебя наступают такие мысли или нет таких мыслей? То есть расскажи про... Нет, конечно, мы же живые люди. У всех есть страх, у всех есть волнение. Особенно перед боем. Ты не знаешь, что будет дальше. Что тебя ждет дальше, ты не знаешь, да? Но этот страх, волнение ты должен преодолеть. Потому что ты должен верить в себе. И независимо от результата ты должен найти это положение, да? У меня были даже такие случаи, когда я только-только выступал, были такие. Даже я проигрываю, я должен показывать хороший, яркий бой. Я должен себе показать, я должен раскрыться. Из-за этого я, когда дрался, я первый раунд начал, давление делать и дрался. 7 боев я в первом раунде завершил. Все 7 боев. У меня были, такие, я заряжен был. Мне просто мысли были выходить и подраться, вот такие. И потом, как я перешел в серьезную организацию, думал о поражении, если как будет, по тактичнее, например, там всю силу не выкладывать, а экономить силу, вот эти тактики поставить, более профессионально подходили, да. А сейчас в данный момент бывают такие тоже волнения, страхи, мысли, но я как уже давно в этом спорте, я уже умею это преодолеть и использовать на хорошую сторону. Круто. Я у тебя как-то там на бой натыкался, когда Хабиб выходил, что-то говорил про UFC. У тебя есть какие-то перспективы, планы? Есть у тебя подраться в UFC? Конечно, я всегда хотел подраться там, и, скорее всего, это осуществует. Думаю, после этого боя я уже уезжаю в Америку. Там буду реализовать свою спортивную карьеру. И думаю, после этого боя уже пора UFC, потому что я здесь дрался долго. М1 дрался, здесь местная организация дрался, там ИГЛФ дрался. У тебя пояс Сейчас ИГЛФ. да. Пояс ИГЛФ у тебя. Да, и в Казахстане сейчас дерюсь, да. Сейчас мне нету смысла здесь остаться и подраться. Вот. Просто я хочу, уже у меня есть виза, поехать в Америку, там максимум 1 бой или там сразу надо подраться. А на коротком уведомлении тебя не звали UFC еще? Нет, такого случая не было, ты потому что не виза хочешь? не было. Конечно, если там дадут мне на замену и так далее, я со всеми буду... Ну вот, допустим, Асу с Казахстана, который...
он, допустим, не выходил на коротком уведомлении. Он сказал четко, или контракт прям на бои, на все в UFC, официальный контракт, или на коротком уведомлении я выходить не буду. Ну, знаете, когда UFC короткое уведомление дадут, они сразу дадут на не один бой, а 4 боя дадут тебе шанс. Например, ты дерешься, на замену выйдешь, еще у тебя будет 3 запаса. И ты можешь там реализовать себе. Такие бойцы я много видел. Например, я в Швеции тоже сбор провел, там Лилер Латифа и другие бойцы, например, как говорится, Хамзат Чимаев тоже. В Швеции же, да. Да, тоже он тоже говорит, на замену вышел, когда был Абу-Даби, что ли, турнир. Да, и да. там дальше себе реализовал. Да. Такие моменты очень много бойцов используют. И также я тоже хочу. Ты прав, использовать такие. это правда, на самом деле. Есть же, они же иногда бойцов недооценивают. Типа, если сдалека, там против америкоса дерется, типа, ну, скорее всего, сейчас там, ну, непонятно, 50 на 50. А там выходит сильный боец, уровневый, и, конечно, выигрывает его. Ну, я уже готов, думаю, там могу конкуренцию создавать своей да, категории. это Даже я по-любому. 70 на замен просит, на 70 я готов. Там. Ты 66-70 готов? Да. Ага, четко. Ойна. 2 minutos, Caissara! Pausa bem, Yaxshi. Авайла корпусқа ұрып атқанда ұрып еді. Лев үріп кетеді, көрдің бе авайла? Жаңа жекпе-жек. Расскажи 3 правила жизни, 3 свои правила жизни. Вот можешь развернуто рассказать, если есть что сказать. Ну, конечно, брат, в первую очередь, первое правило – это бояться у Всевышнего и всегда быть честным перед собой, перед Всевышнего. И третий – быть полезным для общества, постоянно надо двигаться. Вот так. И мне правила вот эти, все, ну, знаете, основном, которые внутри у тебя составляющие нрава, это должен быть хороший. Тогда ты как боец, или ты боец, или там электрик, или другие профессии, это только профессия, а ценится твоя человечность, как ты нравственный какой ты. Ценности, человеческие ценности, нравственные качества. Да. Да, я понял, что тебе больше ты за человеческие какие-то качества, нежели за результат или там за какой-то успех материальный. Ну, результат это тоже хорошо, брат. Да. Я из-за этого же в этот спорт, чтобы результат делать. Но мне в первую очередь стоит больше человеческий. Ну да, это правильно, быть человеком. Если бы не спорт, чем бы ты занимался? Я думал спортом, опять спортом. И думаю, сейчас параллельно занимаюсь, тоже бизнес делаю, и некоторые моменты бывают такое. И совмещаю бизнес, спорт, вот так. Чем занимаешься, секрет? Ну, это давайте оставим. Окей. А к 26 мая, насколько ты готов? Вообще, как себя чувствуешь? Какой сейчас этап проходишь к бою? На 26 мая я уже себя чувствую очень хорошо, настроен на бой. И этап у нас сейчас весогонки. И то, что должны были работать, нагрузка, технически и так далее, мы уже сделали. Функционально готовились, и спарринги уже составили. Только сейчас надо поддерживать форму, потихоньку согнать вес, и тонус надо поддерживать, все, настраиваться на бой. Угу. Молодому поколению что посоветуешь своему? И Кыргызстану, да и в принципе миру, вот, кто тебя посмотрит, что бы ты посоветовал молодежи? Ну, хочу сказать подрастающим молодым поколением,
всегда у вас, если есть какая-то мечта, если у вас есть какая-то цель, всегда держите крепко и никогда не сдавайтесь и верьте Всевышнему. Рано или поздно получите результат. Только надо Все, на добиваться. этой доброй ноте закончим. Все, Давай, спасибо тебе за спасибо. интервью, за этот Вам день. тоже. Что, брат, Мы с спасибо. тобой еще будем завтра. Неделю назад я похоронил свой отец. Мне очень трудно было настроиться на бой, но мы с командой и Саш, и Джавай, все было рядом. Настроить их решили драться. Я очень хотел этот бой выиграть. Этот бой за всю мою карьеру, он очень важный бой был. Я эту победу посвящаю своему отцу. Памяти своему отцу. Сказал, очень уважение к тебе. Ты очень хороший соперник, очень сильный. Я тебя поздравляю. Спасибо за шоу. Спасибо, брат. Да, давай. Give me контракт. Иншаллах. Цель была досрочно выиграть. Ты просто на нервах моих поиграл, да, вот прям. До последней секунды, вот я не понимаю уже. Бұл қойылған задача маған гей план қойылған ағайларыммен командамен. Мен ошоны ғана ойлап аттым. Анан соперникке қарап мен бойды білесіңдер дедім. Бойдың жүрішін ойлап аттым. Бірақ бізден қойылған задачаны атқарғанға кетті. Мына ардайым айтып кетет элек ошо. Ишенгиле, баланын келечеги бар, колдогула, кандай болбосун. Ошо жеңиштин баары бул эң биринчи ыймандын чемпиону, адамгерчилик деген нерсени алып келет. Жаштарга үлгү боло турган бала. Рахмат ошо колдогуу менен.